Приветствую, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Главное». Это прямой эфир. Сегодня мы обсуждаем экологическую обстановку Ингушетии. Гость нашей программы Магомед Бабхоев, председатель Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам. Здравствуйте. Ну а зрителям я еще раз напомню, это прямой эфир. Если у вас есть вопрос к гостю нашей программы, вы можете позвонить по телефону 55 40 61. Магомед Мусаевич, сегодня два праздничных события. Это Всемирный день окружающей среды, с чем мы поздравляем наших телезрителей. И вас я поздравляю с вашим профессиональным праздником, Днем эколога. Но вот говоря об экологической обстановке, в первую очередь отмечу тот момент, что год экологии уже полгода практически позади. И мы, наверное, можем уже какие-то итоги подвести. Какие мероприятия были реализованы в Ингушетии? У нас действительно текущий год, он непростой. Очень ответственный год. К этому году мы готовились еще на протяжении прошлого года. Все свои, так сказать, недоработки, все свои такие мелкие вопросы постарались решить еще до наступления этого года. А на этот год обозначили ряд достаточно серьезных вопросов, которые нам до конца года необходимо решить. С целью решения всех этих вопросов нами был составлен план региональный года экологии, куда были все эти моменты основные включены. За истекший период уже существенная часть мероприятий проведена, уже есть определенные результаты. И до конца этого года все эти основные проблемные вопросы, которые были накоплены, нам необходимо решить. Это и в части наших несанкционированных свалок, это и запуск нашей инвестиционной программы, и запуск объектов, построенных в рамках программы. Это и очистка всех водных объектов наших, которые в очень плачевном состоянии были. Тоже есть хороший результат по ним. И иные текущие вопросы, которые так или иначе сказываются на окружающей среде республики. И, конечно, акцент у нас делается в рамках года экологии на максимальную пропаганду среди населения бережного отношения к природе и максимальное вовлечение населения в решение проблем. Именно в решение проблем, не просто как-то популистские какие-то мероприятия проводить, а вот именно пытаемся позволить каждому почувствовать ответственность и внести свой вклад в решение проблем, потому что после того, как житель республики чувствует на себе ответственность и принимает какое-то непосредственное участие, то это для него является лучшим уроком на будущее. В год экологии хотелось бы поговорить о реке Ачелучка. Очень много видеоматериалов по ней было сделано, очень много инспекций было. Вот одна из последних. Хочу представить вам видеоматериал. Внимание на экран. Жители улицы Советской в сельском поселении Верхние Ачелки синхронно провели свои канализационные трубы к траншее, ведущей к рече Ачелучка. Такое единство, что просто зависть берет. И все ни при чем, негодуют экологи. Сначала, как и всегда, не знали, что это незаконно, а потом помешала погода, чтобы убрать трубы. Жители в один голос заявляют, скоро выроют выгребную яму у себя во дворе и проведут канализацию туда. Свежо предание, а верится с трудом. Русло траншеи захламлено. Из-за этого канализационная вода застаивается, а расположенные рядом родники уже едва ли можно использовать по назначению. Участковые фиксируют нарушения для протоколов. Инспекторы предлагают чаще устраивать рейды. Если один раз нарушители еще могут отделаться штрафом, регулярные проверки будут им не по карману. Это запланировано таким образом, чтобы все увидели, осознали эту проблему и приняли правильное, конкретное решение. Не то, что там озвучили, показали. По ним будет принято конкретное решение. Пока есть надзорный орган, мы
я вас уверяю, не успокоимся, пока здесь не будет наведен надлежащий порядок. Что чувствуют сами жители, выйдя на улицу? Наслаждаются ли местным пейзажем? Как бы не так. По-видимому, для них такая куча строительного и бытового мусора в 10 метрах от дома – это нормально. Надо, что метров 150-200 есть, начало. Надо арбуз хаст. Заду дохлик. Начал каши, цейлыш, адуагаш. Дохан. Таур халх, да, дебал. Макияж, туалер цунах. Соус хавинса. Я в 88 году вину соус. Цухаст это хи, идешь, хи, молодь, щей, идешь. Бяхап, уютнах, бахчка. Таган около бежину, хи, молчцу, бежин. Бяца хахул шур. Шурчу, я еще, я лазердес. Это болезнь. Чуть мах, молх, пакетами. А соян, так и самажи. Не, нах, енят, ереженят. Я ехал, что на енят, я юрт бахр, нах. Хадя, хамаждеш. Ну, одна половина села засоряет водоохранную зону, другая половина негодует. В итоге это материал буквально месячной давности. Исправленная ситуация? Основная часть этих нарушений, которая была выявлена, она устранена. Там около 20 труб было ликвидировано сточных, канализационных. И также загрязненные участки очищены. Около половины нарушений до сих пор не устранена. По ним приняты меры и по администрациям, муниципальным образованиям, и должностным лицам, главам администраций, и самим жителям, которые допускали эти загрязнения совместно с районным отделом внутренних дел. Там работа проведена, и эти жители привлечены к ответственности. Эта работа конкретно по данному участку ведется и в настоящее время. Но, опять же, на этом участке не такая страшная картина, как, допустим, на нашей Назранке. Назранка – это и федеральный объект федерального экологического надзора, но тем не менее там очень масштабная работа нами проводится. Составлен план отдельный был, который также администрациями в настоящее время исполнен всего лишь наполовину. Тоже приняты меры и в отношении администрации, должностных лиц. И нарушения основные, которые загрязняли, в результате которых было загрязнение реки, они тоже устранены. На реке Назранка более 70 канализационных труб было ликвидировано с начала года. И большинство из них ликвидированы только после того, как была привлечена техника совместно с местной администрацией. Только так получилось их ликвидировать. Но в настоящее время там остались такие вопросы, как заграждение в водоохранной зоне, захват этих участков жителями, и по ним тоже работа ведется. Некоторые жители добровольно освобождают эти участки, порядок там наводится. Ну, вашими специалистами там проведен масштабный субботник. Как выглядела Назранка до субботника и как он проходил, тоже давайте покажем нашим телезрителям. Внимание на экран. Чистота – половина веры, а вода – жемчужина напитков. Охранять и беречь окружающую среду – святая обязанность каждого человека. Именно потому сотрудники Комитета экологии посчитали субботник на берегу Назранки лучшим началом месяца Рамадан. Главная головная боль на сегодня – постройки близ водоохранной зоны. Забор от речки должны отделять метров 50 как минимум. Однако для местных жителей, судя по всему, этот закон не писан. После последнего рейда сотрудников Комитета экологии несколько нарушителей убрали ограждения. За остальных участники рейда берутся сами. Косят траву, убирают мусор, а между делом выявляют новые нарушения. К примеру, эта канализационная яма вырыта слишком близко к воде. Хозяйка домовладения уверяет, ничего противозаконного в ее действиях нет, ведь у нее есть документы на эту землю. Сотрудники местной администрации объясняют ситуацию тем, что земли близ Назранки были распределены еще при прежнем руководителе. Вот и 4-5 метров. Ну да, соблюдаться, ну, отсокусори, адудохи, мелдизги, ма хидуасги, дакет биш бабаш, бана шебас, нормально, шей мотик царцанич,
А чуть дальше комиссия наткнулась на настоящее болото. Канализационных стоков здесь нет, а вот попытка местных жителей соорудить здесь пруд явно не увенчалась успехом. А ведь еще лет 10 назад здесь было несколько родников, из которых запросто пили воду. А сегодня вместо чистого воздуха, прозрачной воды и рыбалки у Назранки сложилась совсем нелицеприятная картина. Масса рейдов и штрафов. Специальная комиссия проверила состояние Назранки на всей ее протяженности. А это разные населенные пункты в Назрановском районе. Насыркорт. Именно здесь река берет свое начало. От чистоты этой местности во многом зависит, какой вода потечет в другие населенные пункты. Насколько охотно местные жители вышли на субботник? По имеющейся у нас информации, как таковую ответственность они не понесли. Ответственность они понесли, и до этого административную ответственность все, которые допускали эти жители, и по несколько раз. Откликнулись, конечно, именно местные жители, именно жители этих сел, и Насыркорт, Альтиево, Гамурзиево, они, конечно, очень слабо. Мы, с учетом того, что и месяц Рамадан начался, была организована такая акция, и в основном по инициативе это общественных движений было несколько объединений волонтерских. Они нам представили такую идею. Объявление соответствующее было дано и в мечетях, и в администрациях. Но, тем не менее, картину вы видели. Люди вышли, действительно, но те, которые неравнодушные жители, которые со всей республики захотели поучаствовать в благом деле, они вышли, а нарушителей, конечно, там не было. Но здесь хочется обратить внимание, что причина здесь основная, конечно, и учитывая и вопросы к населению, но проблема отсутствия контроля, муниципального контроля. Региональный надзор, он осуществляется на должном уровне, даже с перебором. Муниципального контроля нет. Вот ежедневной работы с населением нет. Вот если бы с этими людьми в ежедневном режиме проводилась работа в мечетях, на сходах жителей, вплоть до того, что подворный обход, хотя бы с просьбой или самостоятельной рекомендацией устранить эти нарушения, этого бы не было. Никто с них не спрашивает, поэтому такая картина в результате образуется. По всем этим нарушениям, как я сказал, и в отношении жителей с привлечением участковых материалы составлены. Кроме того, составлены материалы и в отношении администрации и должностных лиц за бездействие, за то, что такая работа не проводится. Но, учитывая все это, останавливаться мы не собираемся на достигнутом до полной очистки и этого, и других водных объектов. До конца года мы планируем по всем водным объектам эту работу провести. Основная часть на территории республики водных объектов – это федеральные объекты, крупные реки, и Сунжа, и Аса. Это реки, которые протекают по территориям 2 и более субъектов. Но, тем не менее, мы привлекаем и федеральные органы, которые осуществляют этот надзор, и вот так комплексно эту работу проводим. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что это прямой эфир. Вы можете позвонить к нам в студию по номеру 55 40 61. Ну и в продолжении темы об ответственности местных властей. Насколько известно, вами проводится проверка исполнения плана основных мероприятий администрации муниципальных образований Республики Ингушетия в 2017 году. Насколько успешно они исполняют этот план? Вот с целью реализации регионального плана уже был составлен данный муниципальный план. Это уже как бы под категории тех мероприятий, которые должны быть проведены на региональном уровне. В этот план включены все как раз полномочия и функции местных администраций, муниципальных образований, которые до настоящего времени на должном уровне не исполнялись. Вот туда включена вся эта работа с конкретными сроками, ответственными лицами. И он контролируется. И, конечно, основной вопрос этих планов – это закрытие свалок всех наших и их ликвидация. Эти сроки тоже установлены.
В соответствии с этим планом до конца года все свалки на территории республики должны быть закрыты и ликвидированы. Но за исключением 3 крупных свалок наших: Назрановской, городской, бывшей Карабулакской и Сунжинской. Эти свалки мы планируем представить в Минприроды уже для включения в федеральную программу ликвидации ущерба. И после того, как эта работа у нас будет проведена, у нас в результате получится самый чистый регион вообще в России, у которого проблема эта полностью на 100% закрыта. Вот вы знаете, в продолжении темы водных объектов хочется отметить одну из заслуг комитета – это реанимирование реки Камбелеевка. Работа продолжается? Работа продолжается и сейчас. Опять же, это федеральный объект. И все эти источники загрязнения, как мы говорили уже неоднократно, они находятся не на территории Республики Ингушетия. На территории республики каких-либо загрязнений этой реки нет. К нам вода уже в этой реке поступает загрязненная. Загрязнителями являются около 10-15 объектов на территории соседнего региона Северной Осетии. В прошлом году была организована такая совместная рабочая группа на уровне Департамента Росприроднадзора Северо-Кавказского федерального округа и с участием и нашего комитета, нашего Росприроднадзора, и со стороны органов и федеральных, и местных Северной Осетии такая работа масштабная была проведена, в результате чего были закрыты эти предприятия, и уже во втором полугодии в прошлом году качество воды, состав воды он существенно улучшился. И уже и жители сел наших Кантышева, Далака, уже отзывы от них поступали, что качество улучшилось, и рыба даже в этом водоеме появилась. Но с начала этого года эта проблема опять повторяется, в связи с чем нами эта работа повторно инициирована и проводится в настоящее время. Ну вот как мне сообщают, что у нас есть звонок в студию. Алло, вы можете задавать свой вопрос. Да, вы можете задавать свой вопрос. Да, я бы хотел бы, меня зовут Магомед, я просто хотел бы узнать, например, у нас строится в каждом сельском поселении этажные квартиры, и насчет их канализации я хотел бы узнать, как с этим справляются люди. Спасибо вам большое. При строительстве этих многоквартирных домов, во всяком случае, которые мы проверяли, которые нам встречались, у них предусмотрены свои очистные сооружения, мобильные, так сказать, и оформляется соответствующая документация. Строится сооружение, это все предусмотрено проектной документацией на строительство. И только после этого этот объект может быть сдан. После того, как он сдан, соответственно, при поступлении к нам информации о том, что сброс какой-то осуществляется, нами это все проверяется. И сброс учитывается в том случае, если этот сброс осуществляется в водный объект какой-либо. Если у них там сброс на поверхность или это очищенные сточные воды используются в каких-то целях, это уже отдельный вопрос, который не подпадает под надзор за водными объектами. Ну, нам сообщают, что еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос. Здравствуйте. Вы можете... Алло, здравствуйте. Да. Я хотел бы узнать, планируете, тут у нас, рядом с гостиницей «Аса», я житель 105-го массива, там все грязно, все это запущено было. Только неделю-две назад только воду запустили туда. Просьба отойти от телевизора и еще раз повторите, пожалуйста, ваш вопрос, связь прерывается. Я хотел бы узнать, планируется очистка пруда нашего, рядом с гостиницей «Асы». Спасибо вам большое. Пруд этот находится на балансе администрации городской, и они обслуживание осуществляют. Но нами, комитетом, он в настоящее время готовится для подачи, для рассмотрения в федеральную программу
экологической реабилитации водных объектов. Он в том числе Карбулакские и Малгобекские городские пруды. В настоящее время по ним готовится проектно-сметная документация. Если со стороны Минприроды России будет получена поддержка, и эти объекты будут включены в эту программу, то на следующий год мы проведем такую масштабную работу по, если так можно назвать, реконструкции этих прудов. Еще один звонок у нас в студию. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Алло, Да. салам алейкум. Я на ингушском скажу, если может, пару слов. Да, как вам удобно. Да, если не ошибаюсь. Мархабут бей, мархабут Аллах, очень. У меня вот скорее благодарственная речь будет, нежели вопрос. Почему-то все считают, что комитет по экологии не работает, ничего не делает. Наоборот, это все видно. Республика процветает. Даже последняя работа по Назрановке, это уже чего стоит. Бог дырхте в общем. Ну, вот видите, уже поощрение. Уже известно о реанимировании пруда в продолжении темы прудов. В Сунже прошла реанимация пруда, там довольно-таки масштабный водный объект. Нет, не прошла. Но, по крайней мере, были планы. Да. Была информация, что его будут реанимировать. На этот год предусмотрено. На этот год предусмотрено. Ну, от темы водных объектов давайте перейдем к обращению с отходами. Вот, конечно, серьезная обеспокоенность во многих регионах вызывает ситуация с мусорными свалками. Вот у нас в регионе, насколько известно, идет масштабная их ликвидация. Насколько успешно? В части свалок действительно масштабная работа проведена за предыдущие 2 года. Ликвидировано было более 120 свалок, навалов мусора. Картина у нас была, конечно, не самая приятная. В большинстве сел на окраинах у нас имелись и по 2, и по 3 свалки. Это, конечно, было недопустимо. И такая работа проведена. Уже на сегодняшний день у нас картина совершенно иная. На сегодняшний день на территории республики порядка 20 свалок есть. Они периодически появляются, еще 3-4 свалки, и в рамках надзора они ликвидируются. Как раз таки вот эти 20 свалок, о которых мы говорим, они и включены в этот план муниципальный, в соответствии с которым до конца года они все должны быть ликвидированы. Это все делается параллельно с развитием нашего инвестиционного проекта. Создается инфраструктура соответствующая. Вот уже до 10 июня должен быть запущен первая линия завода по переработке отходов. Второй также начинается в Вознесеновке Малгобекского района. И параллельно создается инфраструктура по сбору и вывозу этих отходов. Вместо всех этих свалок будут устанавливаться контейнеры, которые будут вывозиться уже на переработку и утилизацию. Мне сейчас сообщают, что у нас звонок в студию очередной. Алло, здравствуйте. Вы можете задавать свой вопрос. Алло. Да, мы вас слушаем. Сердце, конечно. Ваш слово. Бог беркате халпшин. Вопрос. Тер угозвей Карбулаке шилачной родник Барвей. Из родника мастанярнах шил дач хач дела схи дак эйлапс. Тигишбахш болшнах. Со всей республики حق وخش داربن خيمة جيز حق وخش تجيشر حلقة حتى صادر زي دور الصيحة حنز إيه يشوا تجي إزدا يشوا تصدق نخبري وريسبوبليكي متشع أبرتي سديدي السخوش بالله باش تغدوالي إز ردنيك حد يلدولج تحمدي باش تغديشن يعني إز вопрос متشع مالا مهتي بوالزرين Сбуал Карбулаки, хал моста, да дихвянныч волос, завода, тихшк дани, да вот дичтик, да дихвянныч, моста, да дихвянныч, ултихах. وحاجة تدخل проверить الدواء. والله شو واش تغدلي إزردنيك حبيل بولجوات إزدوري جوا وريسبوبليكي بواخش موكش بواتش بوشناخا ولق دور واش. إذا باشكو. Башка Диаряс Халфан.
коротко. Родники щелочные и иные, содержащие минеральные компоненты, они федеральные, федерального надзора, но тем не менее мы подключим соответствующие органы федеральные и проверим этот вопрос. Ну вот в продолжении темы обращения с отходами, насколько известно, вы недавно посещали строящийся мусороперерабатывающийся комплекс, да, в Сунже. А на каком этапе работы, когда будет запущен объект? Как я уже сказал, вот ориентировочно 10 числа он будет запущен. Это первый комплекс сортировки. Он предусматривает отделение всех полезных компонентов. Это и пластик, картон, иные компоненты, полезные для переработки. И дальше уже дальнейшими этапами будет организована уже переработка этого вторсырья. Не только на нашу республику, это все рассчитано, но и на соседние субъекты. Основная польза от этого объекта, от этой программы, это предотвращение попадания всех этих загрязняющих веществ в окружающую среду, конкретно непосредственно в землю. Нам всем известно те случаи, когда свалки у нас горят, загрязняя и атмосферный воздух, и попадая в почву, загрязняют и подземные водные источники. Вот от этой проблемы мы избавимся уже навсегда. Ну еще один звонок у нас в студию. Алло, здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос? Можно, да? Да, можете. Ну, я смотрю, они еще разговаривают. Алло. Да, мы вас слушаем. Да. Все, вот теперь я. Ага. Добрый вечер. Добрый вечер. Я из сельского поселения Троицкое, меня зовут Аза. Мой вопрос является как бы продолжением предыдущего вопроса. Я хотела бы спросить, почему закрыты источники в Барсуках? И в Яндере. Вы знаете, что в Троицкая вода не питьевая, и мы все время набирали оттуда воду. Сейчас нам приходится воду покупать. Ну а как они закрыты? Там нет воды. Источник в Яндере, в 2 местах, где мы набирали воду раньше, там воды сейчас нет, его закрыли. На родниках нам, людям, приходится воду сейчас покупать. На родниках родники, да? Попала вода? Да. Спасибо вам. Не за что. Ну, это на родники как раз-таки влияют все эти процессы наши, варварские, так сказать, которые предвидеть последствия, чего в большинстве случаев не представляется возможным. Это подземные водные источники. Если где-то в ближайшем районе есть загрязнение или какая-то неправильная эксплуатация подземных водных источников, такие проблемы возникают. Но возможно и тот факт, что естественные какие-то процессы, родники и появляются, и исчезают. Но в основном это, конечно, результат той неблагодарности, которую мы проявляем к окружающей среде и, в частности, к водным ресурсам. То есть вмешательство человека исключено, я так понимаю? Конечно, если речь идет конкретно о родниках вот по трассе, которые находятся, и дальше там никаких таких фактов нет. Кроме того, у нас запланировано благоустройство всех этих родников, 25 родников на День Республики планировался он. До осени эта работа будет также проведена. Но все-таки очень много людей съезжалось к этим родникам. Исправить эту ситуацию, если вода исчезла, как-то исправить ситуацию получится? Но если вода исчезла, эту ситуацию не исправишь никак. Ее можно только как-то благоустроить. Можно было только предотвратить, да? Да. Ну вот в продолжение темы обращения с отходами, разработка территориальной схемы, давайте об этом поговорим. Насколько известно, она отложена до 2019 года, насколько Ингушетия активно вела эту работу, и были регионы отстающие, но, насколько известно, наша республика была в передовых именно в разработке этого документа. Да, действительно, региональная схема по обращению с отходами – это основной документ каждого субъекта, так сказать, паспорт и основа для разработки программы. Она у нас, кроме того, что разработана как формальный документ, разработана и в электронном виде. И по завершении вот этого переходного периода у нас будет
своеобразная электронная база, в котором будет учтен весь оборот отходов, начиная от источников образования отходов, от каждого жителя республики, от каждого предприятия, и весь цикл, который эти отходы проходят, и через предприятия перевозчиков, и через всю инфраструктуру по переработке и утилизации отходов. В нашей республике действительно в прошлом году еще мы уложились в установленный срок, до конца года разработали, утвердили региональную схему. Сейчас нам предстоит в этом году запустить, не то что запустить, он уже запущен, уже достичь результаты по инвестиционному проекту нашему, чтобы была уже база какая-то инфраструктурная, и определить регионального оператора по обращению с отходами и перейти, соответственно, на эту новую систему. Это, конечно, сложная работа для всех регионов. У нас ситуация не такая сложная, как в множестве других регионов. И мы планируем установленный срок до конца года всю эту работу наладить и запустить. Хотя срок предусмотрен до 2019 года, перенесен, отложен. Ну и вновь телезритель дозвонился до нас. Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы можете задавать свой вопрос. Вы знаете, у меня больше не вопрос, а хотела выразить благодарность председателю комитета, потому что я как жительница Кантышева, действительно наша река стала намного чище. Чисто, мне кажется, из-за надзора комитета, потому что они неоднократно выезжали сюда, смотрели, благодаря Магомеду. И, пользуясь случаем, хотела бы поздравить и Магомеда Мусаевича, и весь его коллектив. Сегодня же день эколога, день охраны окружающей среды. Пожелать им, чтобы они и дальше продолжали в таком же духе свою работу на благо нашей республики. Спасибо, что вы позвонили. Но я так поняла, речь идет о Камбелеевке. Да. Благодарный житель. Ну, конечно, очень много неудобств это приносило, и неприятный запах от реки был, и мусор, и так далее. Конечно, сейчас люди не нарадуются этому событию. Говоря о территориальной схеме, в продолжении нашего обсуждения, конечно, судьба Карабулакского полигона очень многих беспокоит. Не раз свалка возгоралась, ее тушили, это было, жители жаловались. Вот сейчас, я так понимаю, они могут успокоиться. Да, я не уже сказал, это одна из 3 свалок крупных, которые мы планируем включить в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба. Субъекту республики своими силами ее ликвидировать будет проблематично, там существенные средства нужны на ее ликвидацию. Мы ее планируем подать и на следующий год провести эту работу окончательно уже. В настоящее время она закрыта. И прием мусора там уже запрещен. Магомед Мусаевич, согласитесь, вот в сфере охраны окружающей среды очень важно привлекать молодежь в эту сферу. Насколько известно, вашим комитетом проводится очень много мероприятий экологических в школах и так далее. Хочу представить один из видеоматериалов. Это экологический диктант, который прошел в одном из общеобразовательных учреждений. Внимание на экран. На значке Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Вам предлагается 4 варианта ответов, и вам нужно выбрать один правильный ответ. Вы вносите этот один правильный ответ в банк ответов. За каждый правильный ответ от 1 до 4 баллов, количество которых зависит от сложности вопросов. Всего диктант включает в себя 25 вопросов на тему экологии. Но восьмиклассники только начинают вникать в эту науку, поэтому школьникам предлагают ответить только на 10 из них. По окончании этого диктанта проводится проверка этого диктанта. И по определенному количеству, 20-25 баллов, это максимальное количество баллов, выдаются сертификаты за участие, то, что ребенок принял участие в этом экологическом диктанте.
Диктант сменяется открытым уроком на тему «Свобода от отходов». Он проводится в рамках партийного проекта «Единой России». «Экология России. Сделаем вместе». На уроке дети вместе с преподавателем дискуссируют об экологической картине мира, незатратных способах утилизации мусора и поддержания чистоты в городе. У нас в гимназии из каждого кабинета, да, выносится по одной урне. Теперь, если сложить все кабинеты, да, получается довольно-таки большое число. И получается у нас что? Что производит человек? Посмотрите. Еще раз, более 500 килограммов твердых бытовых отходов приходится на человека. Экологическая картина мира достигла такого уровня, что беседы о ней постепенно превращаются в крик души борцов за чистую природу. Невыдуманные факты загрязнения окружающей среды, казалось бы, должны перевернуть сознание людей. Но на деле переворачиваются только пластиковые бутылки огромного тихоокеанского мусорного пятна. Скопившиеся отходы в океане – причина гибели более 1 миллиона морских птиц в год и более 100 тысяч особей морских млекопитающих. Проблема мусора для нашей республики тоже одна из наболевших. Экоуроки – это в первую очередь попытка осознать уроки экологии. Новое поколение со здоровым осознанием своего влияния на природу, возможно, исправит ошибки старших, которые постепенно всплывают в огромных океанах. Но даже лицеисты Назрани были посвящены такие зеленые пионеры. А какие еще мероприятия проводятся именно с молодежью? С молодежью у нас с прошлого года ведется очень активная работа, именно целенаправленная работа, буквально сказать, боремся за каждого молодого человека. И, соответственно, запущены ряд инициатив, ряд проектов у нас. То, что мы сейчас видели, это экологические уроки. У нас они в этом году проводились в основном по «Единой России» в рамках партийного проекта «Экология России». И помимо этих мероприятий, во все такие акции и общественные мероприятия мы стараемся привлечь и школьников, и студентов, и молодежные объединения, которые, кстати, у нас тоже уже довольно активно появляются. Всем известно уже и движение и Джурджуки, которые экологическими проектами очень активно подключились, и эту работу ведет и Экодозор, это объединение, студенческое объединение, и Чистая Сунжа, и ряд иных таких молодежных объединений. Это очень радует. Что насчет общественности, то по результатам проведенной работы в прошлом году, это федеральные мероприятия были и «Вода России», и «Зеленая весна», «Зеленая Россия», акции по уборке территории. Во всех этих 3 федеральных акциях мы заняли первые места. В этом году мы планируем нарастить эту работу. Помимо этих мероприятий у нас подобных большой объем региональных мероприятий предусмотрен. Весь сезон эта работа будет проводиться. Ну, первое полугодие для нашей республики в год экологии оказалось довольно плодотворным. Надеемся, что и последующее будет таким же. На этом, к сожалению, наше время, наша программа подошло к концу. Я напомню, в гостях у нас был Магомед Бабхоев, председатель Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам. Всего вам доброго.